Ассалам алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 4 августа 2022 года, 20 часов 30 минут по Берлину и, соответственно, 21:30 по Джохару. Друзья, приветствую вас. Так, друзья, заходим. Я вам всем рад. Так, прошу распространять ссылку на наш эфир в социальных сетях. Распространяйте среди своих знакомых, в группах. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки. Это поможет нам Господь. Так. Но вначале, как обычно, у нас идет война. Привет, Грузия. Так, привет, Грузия. Марджоба Генацуале. Так, как обычно, сводки от Генерального штаба Збройных сил Украины. Ориентировочные потери противника с 24 февраля по 4 августа 2022 года. За прошедшие сутки уничтожено 150 оккупантов, и общее число их достигло 41 500 единиц, штук. Танков уничтожено 15, это очень много, как мы знаем, в последнее время их не так много уничтожалось. Итого их стало 1789. Артиллерийских систем 7 за сутки уничтожено, итого их 946, РСЗО 260 всего и 1 за прошедшие сутки. Антиаэркрафт 118 штук, 0 за сутки, самолетов, вертолетов 223, 191 соответственно, 0 за сутки. БПЛА оперативно-тактического уровня 2 штуки сбито за сутки, итого их 742 штуки. Крылатых ракет 182 всего, плюс 2 за вчерашние сутки, за сутки прошедшие. 15 кораблей-катеров, 2960 автомобильной техники и цистерн всего, и за сутки 38 штук. Это очень много. Специальная техника 83, 0 за сутки. Слава Украине, героям слава. Охранные данные. Это Арестовича или Гордона данные. Что значит охранные данные? Хани Грек. Что вы имеете в виду? Скажите, пожалуйста. Пусть все святые оберегают вас и ваших близких. Дуже дякую. Взаимно. Так. Далее. Пишите комментарии, друзья, и распространите, пожалуйста, ссылку на наш стрим среди своих знакомых, чтобы как можно больше людей услышали правду. Как вы знаете, мой канал, кто меня смотрит, кто меня знает, что мой канал на YouTube Реалити запрещен в фашистской России. Всячески нам мешают, всячески нам пытаются воспрепятствовать, доносить правду. Но это нас не остановит. Поэтому помогайте, распространяйте. Так, привет из Германии. А кто вы по национальности? Я чеченец, Елена Браун. Я чеченец. Смотрящий орлиный глаз. Интернетный воин. Зато смотрящий орлиный глаз с индийским ником и с 2 мечами на аватарке, и причем анонимный. Он не интернет-воин, только я. Вы настоящий мужчина, приятно вас слушать. Дуже дякую. Слава Украине, свободу Ичкерии. Владимир, амин, героям слава. У нас тоже много чеченцев живет. Елена Браун, где у вас? В Германии имеете в виду? Да, Германия
более 50 тысяч чеченцев живет, которые бежали от фашистской России. Так, салам Чечне, салам юзер, добрый вечер с Киева, Россия дно, Ольга Бондаренко. Добрый вечер, Киев, приветствую вас и полностью с вами согласен. Россия это дно. Но давайте поговорим о дне отдельно. Смотрите, вчера я вам сообщал, и вы, наверное, читали об этом, подхолопный бывший канцлер нашей Германии Герхард Шредер заявил, что Путин хочет договориться и хочет решить войну миром. На что сегодня, вернее вчера же, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России о мирных переговорах – это дымовой занавес оккупантов, который на самом деле нацелен только на войну. Нет ничего более циничного, чем заявление путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам. Мы слышим и видим эту готовность, в кавычках, каждый день. Артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления. Россия по-прежнему нацелена на войну. Все остальное только дымовой занавес. Предыстория этому. 3 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что тот открыт для дипломатического урегулирования с Украиной. Почему-то, когда они нападали, они так не говорили. И что из этого следует? Следует то, что русисты просят начать переговоры. Даже Гудков, генерал КГБ ФСБ, заявляет, что готовы поменять Путина на Патрушева. Да, очень крутой анекдот, конечно, поменять одного террорюгу на еще более опасного террорюгу. Или более кровавого террорюгу. Но Украина и Запад игнорируют русских. И что-то пошло не так. Снова отправили след за своим кораблем. Вот такие вот. Также и Зеленский, кстати говоря, сказал, что люди не могут хотеть мира, но я не точно привожу его цитату. Люди не хотят договариваться, он говорит, если стягивают войска и подтягивают там тяжелую технику. Как-то так, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии. Так. Так, добрый вечер. Так, брат. Вот они говорят Ахмад Псина, потом говорят Аллах Акбар. Как это понять? Ну, говорят Псина, вот и Псина, не знаю. Так, Ахмад Псина, Елена Браун. Ты тоже из этих, да? Не боишься, что Кадыров достанет тебя? Я же чеченец, а чеченцы ничего не боятся. Это во-первых. А во-вторых, Кадыров, я много раз говорил, это ноль. А вам, русским, не стыдно прикрываться Кадыровым? Вам вообще самих нету ни духа, ничего, что ли, что-то решить? Я же не про Кадырова говорю. Я говорю про фашистскую Россию. Почему бы вам самим не решить со мной вопрос? Хотя, конечно же, нет ни малейшего сомнения в том, что ваша банда ГРУ, которая предлагала мне работать здесь, в Германии, против Украины, кстати говоря, на них, она или же ваша ФСБ, конечно же, они попробуют меня достать. Но все мы смертные, я готов. Так, кукушка хвалит петуха за то, что он хвалил кукушку. Ты сам о чем? Какая твоя Германия? Так, моя Германия, вот моя. Ахмад не пророк, он может быть силой. Ты где это берешь? Научись писать на хозяйском. Кто такой Шамиль Басаев? Он герой? Нильсфильм. Шамиль Басаев – это легендарный чеченский генерал, который сражался много лет против фашистской России. Один из самых результативных наших генералов. Мотор нашего сопротивления.
сердце нашего сопротивления. И как и подобает настоящему воину, он погиб в бою, и его тело после его смерти, Дока Умаров нам рассказывал, его соратник, его друг, вы, наверное, знаете все Доку, он рассказывал, что единственное, о чем он молил Всевышнего, то, что его в плен возьмут, там, то, что там, погибнет, там, об этом даже разговора не было. Он просил: Господь, сделай так, чтобы мое тело им не досталось, чтобы они мое тело не могли вот так показывать и говорить: вот мы его убили. Именно так и произошло. Его разорвало на части, как он и просил, чтобы его тело не досталось врагам. Все мы смертны. Шамиль Басаев, герой чеченского народа. Есть моменты, есть эпизоды, которые я лично не одобряю, его поступки, но для того, чтобы одобрять или его критиковать, мне нужно оказаться на его месте. И если речь идет о Беслане, о котором нам постоянно русские фашисты и ублюдки пытаются что-то сказать, то матери Беслана, те самые матери, чьи дети погибли в этой школе, обвиняют Путина в смерти. И Европейский суд по правам человека точно признал Россию виновной в этом убийстве этих детей. И тогда погибло 186 детей осетинских, 334 человека общее и 186 детей. Так вот, у нас 225 таких бесланских школ было, и никто о них не говорил. И после 225 школы, то есть 42 тысячи убитых чеченских детей, Шамиль Басаев, много лет, который не предпринимал таких действий, я это называю актом отчаяния, для того, чтобы русских ублюдков из Кремля посадить за стол переговоров и прекратить убийство чеченских женщин и детей. Вот как-то так. Да, Шамиль Басаев герой. Герой чеченского народа. Нравится это кому-то или не нравится, таким он будет вовеки вечный, пока существует чеченский народ. Ты говоришь про терроризм, а поддерживать террориста Басаева и так далее. Так, пошел за русским кораблем. Ассаламу алейкум, ассамуду халде. Халид, ва алейкум ассалам, ашвоэль. Дик дундал бухастам. Все отлично, да. Так, вы за Вильну Ичкерию? Конечно, конечно. Вы видите, у меня сзади висит флаг Ичкерии. И НАТО. Это такая, как красная тряпка для русских террористов и подхалопников. Флаг НАТО и флаг США. А также есть флаг Украины, флаг Британии, флаг Германии, флаг Израиля, флаг Литвы. Так, брат, я не русский, я дагестанец. Мне 12 на Кадыров. Ну а зачем тогда задаешь такие вопросы? Так, спасибо Тетам за подарок. Так, интересно, тебе все предлагают на них работать? Нет, к сожалению, только вот русские террористы мне предлагали. Басаев это тот, что сам бомбил своих, говорит. Нет, своих, Вовка Щен. Ты тоже, я так полагаю, в Германии находишься, Вовка. Своих бомбят только русские террористы. Если бы чеченский президент или какой-нибудь чеченский генерал взорвал бы чеченских женщин, детей, спящих в своих домах, как это сделал Путин с Патрушевым, да, нет, вообще даже это не обсуждается, такое невозможно. Если бы что-то похожее сделал бы даже наш президент или даже легендарный генерал какой-нибудь, в том числе Шамиль Басаев, поверьте, наши чеченцы, мы бы подняли его на вилы, как говорится. И только русские могут терпеть, что их взрывают свои, и потом они еще будут любить их. Это просто невероятно, конечно, невероятно.
умом Россию не понять. Так что он не бомбил. Бомбили только русские своих. Надо объединиться нам, кавказцам. И чем? Абсолютно согласен. Если чеченцы не боятся Кадырова, почему Чечне так не газуете на него, как за границей? Ну, ты только что сейчас сказал неприятное слово, да, про Кадырова. Я тебе предлагаю открыто, вот как я, сесть и сказать это в России. Не в Чечне, в России. Не на своего даже, а на соседнюю республику. Не на Путина даже, а на Кадырова. Скажи, если ты мужчина. Почему задаете такие глупые вопросы? Вы понимаете, что мы потеряли 30% от своего народа. Мы пережили геноцид. Мы находимся в тотальном просто прессинге. Весь чеченский народ находится в заложниках. Откуда берутся вот такие люди, как ты, которые задают это? Ты так радуешься, там, как бы подкалываешь так, да? Я тебя поздравляю, ты черт. Поддерживаю Украину, слава Украине, казахи поддерживают вас. Дуже дякую. Аллах, Казахстан, спасибо. Так, захват Буденновска. Захват Буденновска я тоже расскажу. Очень интересная история. Всему есть не только русская версия, лживая версия, а есть и чеченская, правдивая, честная версия всему происходящему. До Буденновска, конечно же, не было столько убитых наших детей. Но за 2 недели, за 14 или за 13 дней до похода группы добровольцев и во главе с Шамилем Басаевым в Буденновск, диверсионная акция в тыл врага, это законные действия во время войны, я так полагаю, да? Мне кажется, это нормально для любого воюющего человека. В его населенном пункте Ведено русские террористы, зная, что Шамиль Басаев находится на войне, зная, что он не будет дома, сбросили бомбу. 2 бомбы сбросили на дом семьи Шамиля Басаева, где погибли его сестра, там, сноха, и около 13-14 человек погибло. И в основном все были дети. Это так, возвращаясь к теме про Беслан, там, про Буденновск и так далее. Так вот, через 14 дней, через 2 недели, грубо говоря, Шамиля Басаева с группой добровольцев увидели в Буденновске. Некоторые нам рассказывают, что он захватил какой-то роддом. Это тоже абсолютно русская ложь, что не соответствует действительности. Весь город Буденновск был захвачен, а не какой-то там роддом. И после того, как они уничтожили некоторых там силовиков, так называемых, у них были ранены, и они отступили, когда уже были вынуждены, отступили в больницу. Больница в Буденновске самая большая в Ставропольском крае. И там в крыле где-то в конце есть родильное отделение. Роженец, новорожденных Басаев выпустил сразу же, как только туда пришел. Русские ублюдки постоянно нам рассказывают, что Шамиль Басаев захватил роддом и так далее. Между прочим, до того, как Шамиль Басаев пошел в Буденновск, до того, как русские террористы взорвали его женщин, детей, из его там снохи, сестры, племянников, вообще маленьких детей. До того, как это было, русские террористы неоднократно бомбили наши больницы, неоднократно бомбили наши роддома и убивали наших роженец и новорожденных детей. Поэтому, я думаю, русским террористам нужно заткнуться. Скажи, в каком ты городе? Я в городе Гамбург. Слушай, Хани Грек. Меня зовут Аслан Арцуев. Адрес банк-притона так называемого посольства фашистской России в Германии прекрасно знают мой адрес. Все прекрасно ваши эти
террористические службы прекрасно знают мой адрес. Так что и кто я, что я и так далее. Так, ты еще не ушел за русским кораблем? Так, салам алейкум, Ичкерия. Ва алейкум ассалам, Саля. Слава. Ну, ну зачем ты так? Доброго времени суток, Асан. Давно тебя не слушал. Ну, рад тебя, рад. Так. О, оказывается, а ты спрашиваешь, кто я, в каком городе я. Ты прекрасно знаешь, что я вас подхолопными называю. Спалился, чертила. Так, Раша свинособаки– это рабы, говорит Владимир Сердюк. А знаешь, кстати говоря, Владимир, знаете, что Сердюк– это воинское звание было. Все, когда казаки были. Когда Запорожская сечь. Вы, я так полагаю, наверное, с Запорожья. НАТО и Америка– это агрессор. Говорит юзер. Понятно. Да, хорошо было бы, если бы не было НАТО и Америки, да? Вы бы устроили бы над украинцами то, что вы устроили бы над чеченцами. Вы бы всех их записали бы в нацисты, как нас записали, в радикальных исламистов. Вы бы уничтожали бы их, вы бы забирали бы их все недра, весь бюджет Украины перетек бы в Москву. Украинцев вы рекрутировали бы на новые имперские войны, да, было бы очень. Но, как говорится, не шмогла. Ублюдская Россия идет медленно, но верно ко дну. С чем я вас всех поздравляю. Добрый вечер, вы откуда? Так, одни и те же вопросы, друзья. Так, кто ты там? Дагестанец, ты говоришь? Почему ты предлагаешь мне идти в пасть к врагу, в фашистскую Россию? А? Почему ты это мне предлагаешь? Почему ты и Кадыров не приедут ко мне сюда, если вы хотите разобраться? Ну что за детский сад? Ты же вроде бы писать умеешь, уже взрослый вроде человек. Так, давайте перемотаю. Так. Миру вам, люди. Дуже дякую. Доброго вечора, гарного вечора. Дуже дякую, Старки. Так, слава Україні, героям слава. Що розказувати, Росію постійно притісняли інші національності, а чеченці мене в школі як грузинів. Мені шкода я грузина. Я некоторые слова могу не понять. Так, кто-то делится, делитесь трансляцией, друзья, приглашайте всех, и в том числе подхолопных, в том числе холопов, приглашайте, пускай пишут, будем отвечать. Русские до сих пор стирают носки в армии кавказцам. Да, именно так. Кого вы рассматриваете в президент Чечни после Кадырова? Я не могу никого рассматривать, мы же не в России живем. Мы строим свободное, демократическое, правовое чеченское государство, где чеченцы будут сами решать. Чеченский его величество, господин народ будет решать. Я не вижу никого пока. Так, дружок, да ты на Ходорковского похож. Привет из Германии. Да не любишь ты русских, нам не по пути. Да дело не в русских, дело в империализме. Кстати, у меня на этом канале есть видео про русских, я говорю, отдельно я вырезал и выложил. Так что посмотри, будет полезно знать. И если ты не за Путина и не за имперскую Россию, это не значит, что ты автоматически против всех русских, правильно? Я тот грузин, помнишь, у тебя встретил в чат-рулетке. Он бикант. Но я много с грузинами общался там. Он бикант. Он бикант. Ассаламу алейкум. Маш войль, аслам Аллах дал атту бойла, все будет ичкере. Ва алейкум ассалам. Дейлир салам машал ойль. Зузу. Так, 95.
Так, слава Ичкерии, слава Украине, слава Грузии. Да здравствует свободная Ичкерия. Героям слава. Дуже дякую. Унбекан. Так, я не... Так, хорошо, не хотел. Отлично. Так, Ахмад, Слива, Бош, Мою Кучуа. Дук-юк просто. Дук-юк. Так, друзья, я тогда вам еще расскажу небольшую информацию. Так, сейчас, одну минутку. Так. Я вам хочу дать послушать одно видео. Вот это чисто такой, это в Таиланде, по-моему, чисто фашистская идеология, установка. Вот, вы, наверное, услышите сейчас. Что, охуел? Ты что, охуел? Против Путина пошли! Против Путина! Против Путина! Слышите? Внимание. Ты против Путина пошел! Ты предатель моей родины! Ты предатель России! В Таиланде сумасшедшая тетка, причем молодая относительно, говорит: ты против моей родины пошел. Самое главное слово в этом — моей. Значит, ее фашистской России ничего нельзя сказать. Так, слава Украине, героям слава. Так, у меня нет никаких к тебе обид. Что ты пристал? То с одним, то с другим. Нет у меня ни к тебе. Я тебя знать не знаю. Я не знаю, кто ты. Вы можете так говорить, потом так говорить. Я откуда знаю, кто ты, что ты говоришь. Мне вообще как-то... Нет у меня, не знаешь, сколько у меня таких, как ты, заходят и пишут разные гадости. Слава Украине, героям слава. Горец кочевник. Ассаламу алейкум, жамат. Ва алейкум ассалам, горец. Так, давайте дальше вам тогда еще расскажу. Жалко, не могу вам показать. Так. Кстати говоря, тоже очень важная новость, которая вчера поступила. Азербайджан объявил об операции возмездия в Нагорном Карабахе. Демилитаризация этих территорий абсолютно необходима, заявили в азербайджанском Минобороны. Там сообщили о взятии под контроль ряда высот и уничтожении нескольких боевых позиций армянских формирований. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где находится и миротворческий контингент РФ, объявлена частичная мобилизация. Демилитаризация пошла по всем русским колониям или тех местах, где у них есть интерес. Привет из Грузии, Гамарджоба, Грузия. Так. 97% казахских казахов за Украину, казахстанских казахов за Украину. Привет, брат из Казахстана, я из Грузии. Так. Так. Ассаламу алейкум, раматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Друзья, пишите ваши комментарии, распространяйте стрим в социальных сетях, ставьте лайки. Ставьте лайки. Сейчас я вам... Так, возвращаемся к вашим комментариям. Ассаламу алейкум. Так, у Александра, ты настоящий ночь. Анзор Зухабия. Ассаламу алейкум. Мы из Киргизстана. Мы за Украину 80%, говорит кочевник. Супер просто. Все нормальные люди за Украину. Вне зависимости от религии, национальности, гражданства. Все.
Не может нормальный человек, нормальный, адекватный человек быть за фашистскую Россию. Тем более на постсоветском пространстве. Человек, который на постсоветском пространстве, или, скажем, даже в лагере, социалистическом, бывшем социалистическом лагере стран, если человек выступает за фашистскую Россию, то он автоматически выступает за оккупацию своей родины, своей страны. Понимаете? Поэтому это правильно. Надо заканчивать с фашистской Россией раз и навсегда. А сейчас уже конец наступает. Время турбулентности для фашистской России наступает очень мощное, которое, наверное, она никогда в своей истории не знала. И я тоже, и это русские немцы в Германии за Россию, Виктор Коловский. Русских немцев не бывает, есть или немцы, или русские. А русские под видом немцев, которые сюда приехали по старой традиции, обманув всех, это уже другой разговор, да. Благодарим за поддержку, говорит, Флейсплей. Не за что. 20% это русские. Понятно. И за здравый ум. Так, иншаллах. Ассаламу алейкум, ночь. Ва алейкум салам. Бредовые мечты, говорит, незабудка. Вам конец скоро, говорит, Фортуна. Да я это уже слышу уже скоро. Не наставь. Ты кто? А ты кто? Это точно косят за немцев. Да, делали справки, находили там какую-то там кровь, там капельку крови у себя, там притягивали своих каких-нибудь бабушек, дедушек, двоюродных, троюродных, покупали справки. Мы все это знаем, как приезжали. И с Поволжья как приезжали, как с Казахстана приезжали под видом немцев. Конечно, приезжали нормальные люди, нормальные, и которых на самом деле очень много же здесь таких людей. А другие делали себе, короче говоря, удобное проживание себе обеспечивали. Так. Нет никакого обмана между русскими и немцами. Если ты посчитаешь правильно и узнаешь историю русских. Нету никакого обмана между русскими и немцами. Ну, сейчас скажите теперь, Сирию вы нашли тоже какую-то скрепу свою связующую. Теперь с немцами вы ее найдете. Вам кого замочить надо, вы обязательно родственные связи находите. Как Авель и Каин. Настоящий, кто там? Каин убил брата Авеля. Вот вам для того, чтобы кого-то убить, как настоящему Каину, надо обозвать кого-то своим родственником, а потом начать убивать. Ничего не скажешь. Так. Это не до немцы, они только по бумаге немцы. Да, Алекс, абсолютно так, абсолютно. Я же просто общался, знаю. Так, еще раз, друзья, напоминаю, делитесь нашей трансляцией. Она еще продлится где-то с часик, вероятно. Распространяйте в социальных сетях как можно больше, потому что нам очень препятствуют, нам очень мешают. Поэтому будьте любезны, помогайте нашему общему делу. Так, ассаламу алейкум, миру дому вашему. Ассаламу алейкум, это и есть мир твоему дому. Ва алейкум ассалам, Самат. Алекс, спасибо за подарки. Очки Cartier. Нет, очки не Cartier, где он? Немецкая фирма. Так. Ассаламу алейкум. О, мистер Грозный, Машволь. Спасибо. Ва алейкум ассалам, мистер Грозный. Так, Владимир, Израиль. Алекс, спасибо, друзья. Спасибо за ответ. Я понимаю, но не понимаю другого. Как можно навязывать свое мнение большинству? Ну, вы о чем? О каком мнении вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Так. Умирать. Время пришло, говорит Фортуна. Фортуна, ну, вали отсюда. Привет.
Так, с уважением, Гулливер Виктор. Дуже дякую, Виктор. Шалом с Израиля, шалом, Владимир Израиль, шалом. Я знаю, мир дому вашему, что это и есть ассаламу алейкум. Ну, я без претензий сама, я просто так пояснил момент. Мир твоему дому и все, ничего более. У нас очень жарко сегодня. Написал, потому что тут много русскоговорящих. Ну, ясно, все, я понял. Да, нужно объяснять, что это значит. Мне по барабану, Фортуна, кто ты, что ты. Ты ноль просто, ноль. Если ты хочешь, чтобы я стал мертвым, пожалуйста, приди и сделай это. А что болтать сидеть? Да, я из Гамбурга. Все понял. Им правда не нравится, поэтому бесится. Соловьев же другое говорит. Фортуна, ну давай, где ты же мне грозился, давай. Что ты там? Вася с Уралмаша, да он, с Бремена ты. Кто ты там с Бремена? Я тебя найду, не волнуйся. Дай мне просто знать, кто мне угрожает убийством. И я тебе гарантирую, ты лично со мной познакомишься. Так, где ты, Фортуна, где ты там? Давай, давай, говори, кто ты там? Сейчас, может, бухой правду скажешь, а то слишком ты дерзкий, я смотрю. Ты его удалил, что ли? Куда ты его дел? Поближе Бариаса. Да, да, так близко, как он будет удален. Ты его удалил? Асан до конца эфира выключил его. Ясно. Мегерду. Надо было оставить, пусть расскажет с Бремена, что он там, где он. Юрок, где он. Так, давайте, друзья, задавайте ваши вопросы. Или я уже пошел, где он. То сегодня был очень жаркий день во всех смыслах этого слова. Так, всех приветствую вновь вошедших. Грозный, как у вас в Аризоне? Жарко, наверное, тоже, да? У нас то сегодня 36-38 было. А с учетом того, что здесь вот, с учетом того, что здесь высокая влажность в Гамбурге, вообще очень трудно бывает жару переносить. Так, пользователь Владимир Израиль поделился трансляцией с 10 и более друзьями. О, Владимир, отлично. Делитесь, задавайте вопросы. Так. Жарище, да, у нас тоже очень жарко, да. День по 2 раза купаться приходится. Очень жарко. Так, ну ладно, тогда я вам буду читать что-нибудь интересное. Азербайджанцы, если есть, расскажите, что у вас происходит в Нагорном Карабахе. За чего Ичкерия Украину зашла? За чего Дербоден из Хатар? За чего Ичкерия Украину зашла? По-моему, ты немножко непонятно написал. Жар костей не ломит, да. Им думали.
путаешь ты? Говорит. Что я путаю? Не тебе, не мне, понятно. Они бухие не договаривают. Мгм. Что тебе не нравится? Боден из Хаттер, из Ксатар. Чего тебе не нравится? Вроде все понятно, почему Ичкерия в Украине и почему Кадыров. Почему Ичкерия в Украине? В смысле, почему? Ичкерия в Украине? Что имеется в виду Ичкерия в Украине? Ичкерия – это государство, оно не может быть в Украине. Это Россия может быть в Украине. Слава Украине, героям слава. Героям слава. Да, вроде все понятно, почему Ичкерия в Украине, почему Кадыров. Свобода Ичкерии. Слава Украине, героям слава, всего лишь. Аминь, аминь, друзья, аминь. Так. Россия не государство. К сожалению, Россия не государство, Россия не состоявшееся государство, недогосударство России. К большому сожалению, так называемая Российская Федерация, которая ни на одну секунду никогда не была федерацией, это не состоявшееся государство. Ну, солдаты Ичкерии, антиахматовцы. Опять одно и то же, Ичкерия на стороне Украины. Да, друзья, Ичкерия на стороне Украины, это правда. Дер Боден, отвечаю вам. Ичкерия не воюет с антиахматовцами или с антикадыровцами. Ичкерия воюет, защищает свое право жить без колониального ига фашистской имперской России. Именно так и никак иначе. Если вы не можете понять простых вещей, которые уже 100 раз уже обговорены, и даже если они не обговорены нами, можно же просто предположить, что если народ столько лет сражается против оккупации своей страны за свою свободу, то он не может стать антиахматовцем, антикадыровским. Понимаете? Это специально делается. Они хотят свести национально-освободительную борьбу чеченского народа, законную борьбу, на уровень гражданской войны. Мы не выступаем против коллаборанта русских. Кадыров это, Ямадаев это или еще кто-то. Мы выступаем в целом против фашистской России, понимаете, против оккупации. А нам навязывают, упорно навязывают. У Рамзана Кадырова 3 класса образования. Этот человек не смог бы управлять даже деревней. Его назначили, он не может говорить не только по-русски, он по-чеченски не может говорить. Понимаете? И нам рассказывают, что кадыровская это армия, что и все подхватывают это. Как подхватывают их люди, так и полезные идиоты, которые это потом ретранслируют дальше. Это не так. Кадыров это один всего лишь из предателей. Таких предателей в каждом народе вагон и маленькая тележка. Вот и все. Вот и все. Помните, перед началом крупномасштабного вторжения фашистской России на территорию Украины, Путин предлагал Зеленскому сесть за стол переговоров с Пушилиным. Это нужно было
опустить национально-освободительную борьбу украинского народа до уровня гражданского конфликта. То же самое было в 95-6 году, когда Яндарбиев, Зелимхан Яндарбиев, наш президент, прибыл для переговоров в Москву. С одной стороны, Ельцин посадил Завгаева, это их кадыровец, того времени кадыровец, а во главе стола должен был сесть он, а напротив Завгаева должен был сесть Яндарбиев. Яндарбиев отказался. Русские с первых дней нападения, с первых дней объявления независимости Чеченской Республики Ичкерия пытаются свести это к гражданскому конфликту. И только после того, как они уже не смогли, к нам тоже засылались их там нет. Это все, они же не действуют сейчас в Украине по-новому. Это все то же самое было у нас. Они засылали там Кантемировскую дивизию. ФСБ там собирало разных наемников, которых в танки сажали, а сверху сажали несколько коллаборантов из числа местных предателей. И вот таким образом они пытались постоянно свести нашу национально-освободительную борьбу к борьбе, к гражданской войне, гражданскому конфликту. Это ложь, это неправда. Так что вот как-то так. Так. Поэтому нет никакого Кадырова, нет никакой армии Кадырова, нету никаких антиахматовцев или там и так далее. Есть предатели чеченского народа, которые за русских, там могут быть все, и все национальности всей России. И есть чеченцы, которые не хотят жить в оккупации. Это право любого народа, и оно закреплено в международном праве. Вот и все. А русские хотят нам отказать в этом праве для того, чтобы избежать ответственности за геноцид, который они учинили чеченскому народу. Я уже устал это повторять, столько раз говоришь, просто же можно подумать просто. Мы, чеченцы, сражались за свою свободу так, как не сражался ни один народ на этой земле. Столько веков и так упорно, такими малыми силами. Никто, наверное, так не сражался, как мы, за всю историю человечества. Так как можно допустить, вы же видели, как мы доблестно сражались и в первую русско-чеченскую, и во вторую, как русские боялись, как огня наших бойцов. И вы же не можете допустить просто элементарно, что чеченский народ просто раз столько воевал, а потом раз и стал за русских. Но это самый невоюющий народ так не поступит. Не говоря уже о чеченцах, которые столько... Это пропаганда, это ложь. Вам показывают и покупают. Потом подрастает поколение, которое говорит Ахмат Сила, там пишут у себя Ники 95 там, и так далее. Но это же не значит, что чеченцы там что-то изменилось. Молодежь какая-нибудь, необразованная, подрастающая, может что-то крикнуть, сказать, там, сделать. Это не имеет ровным счетом ничего, пока ему не объяснишь. Вот как-то так. Например, у меня был один знакомый, который там очень восхищался дикой дивизией. Там он где-то что-то вычитал и рассказывал про дикую дивизию. И я ему сказал, дикая дивизия это те же кадыровцы прошлых лет просто. И он моментально потерял интерес к этим дикой дивизии, и все, и они перестали быть для него героями. Просто он элементарный факт, который он и так мог сложить, плюс раз царю служили. Вот он сложил 1 + 1 и получилось то, что получилось. И все, он больше не говорил про дикую дивизию. Свобода и независимость Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Павел. Там за Украину есть батальон имени шейха Мансура. Там есть еще батальон имени Джохара Дудаева. Я имею в виду Ичкерия, это же так. А если что, я сам киргиз. Приветствую тебя, киргиз. Палестин помогает. Кому помогает Палестин? О чем ты? Слава Украине, героям слава. Император Японии, согласен.
Добрый вечер. Чечня – это целая республика, которая имеет право отделиться и быть независимой. Да, Найт, абсолютно с вами согласен. Именно так и произошло. Мы являемся временно оккупированной страной, государством, и в ближайшее время мы освободимся. Это однозначно. Это тебе что, плохо живется, Виктория? Что тебе, что плохо живется? Нет, мне отлично живется. Просто мне супер живется. А что, при чем здесь? К чему вопрос? Они говорят, что террористы сражались за свободу. Террористы – это метод ведения борьбы. Это метод. И террористические методы нужно признать со стороны, в которых участвовали чеченцы, это было. Но по большей части это было под чутким руководством российских спецслужб или же уже люди, доведенные до отчаяния. Но перед тем, как эти чеченцы совершили, что я, конечно же, ни в коем случае не могу одобрить, совершили этот террористический акт, до этого русские террористы, как в частности, вот я про Басаева рассказываю, это только вот самый известный случай, самый известный человек. Чеченцев убивали, сжигали, отрезали руки, ноги, выкалывали глаза, снимали живьем кожу. Это все было, это все задокументировано, это все у нас имеется в наличии. В огромном количестве это делалось. Насилие, убийство, жестокость, все это исходит от фашистской России. И мне что-то рассказывать, что-то доказывать каким-то там людям не вижу смысла. Это лжецы и подонки, которые утверждают, что их Россия является какой-то там хорошей, нормальной страной. Ваша Россия, ваш сегодняшний Путин, это я не к тебе, Алекс, конечно же, обращаясь к россиянцам, имперцам, я имею в виду. Ваш Путин с Патрушевым взорвали своих же, ваших же граждан в 99 году. А до этого были еще огромное количество этих терактов. При подрыве до еще взрыва в 99 году, взрывов домов, в 99-м были не только взрывы, при подрыве через реку Яузу в Москве поезд электрички, при закладке бомбы взорвался ФСБшник. И его трупик нашли. Это одна из таких самых первых утечек, когда было понятно, что за взрывами стоит банда, террористическая банда ФСБ. Поэтому я не понимаю русских, которые топят за Путина, за Россию. Да, неприятно, конечно, когда говорят о вас такое. Мне неприятно, когда говорят на кадыровцев чеченцы. Хотя кадыровцы не сделали там 1% то, что сделали фашистская Россия в отношении чеченцев. Не говоря уже во всем мире. 80% террористических актов во всем мире закончились бы, если перестала существовать банда ГРУ и, главное, ФСБ. Вот кто самый настоящий террорист. Надо же смотреть на факты. Так, Україна з вами, Ірина Янцет, дуже дякую, Ірина. Так, Украина с вами, ассаламу алейкум, ва алейкум дерзкий, ва алейкум 100% поддерживает, дуже дякую. Да, смотрите на своих правителей, ангелы белые, да, смотрите на своих правителей. У меня нет правителей, у меня, как у свободного человека, есть только люди, которых мы избираем. И этой процедуре у нас 1000 лет. Когда еще на Москве где-то в болотах квакали лягушки, и мы имели свой сенат, мы имели плюрализм мнений, мы голосовали, это все у нас было, демократические процедуры у нас все соблюдались. Того времени, конечно, но они
Всегда. И у нас не было никогда дворянства. Некоторые этого не понимают, некоторые, наоборот, гордятся своими дворянами там, и так далее. Но это, наверное, потому что те, кто из дворянских кровей этим гордится. А людям, которые не были дворянами, их предки, нечем гордиться. Так вот, у нас не было дворян. Точнее, у нас не было рабства и слуг. А дворянами являлись все чеченцы. Вот в таком плане у нас этого. Поэтому у меня нет ни правителей, ничего. У нас был президент, и не один. Первый был Джохар Дудаев, вы его убили. Второй был Залимхан Индарбиев, вы его убили. Третий был Аслан Масхадов, вы его убили. Четвертый был Абдулхалим Садулаев, вы его убили. Пятый был Докка Умаров, он в 2007 году сложил в себя полномочия президента, возглавил организацию Имарат Кавказ и до конца, сражаясь, погиб с вами. Вот наши президенты. А до все остальное время мы находимся в оккупации последние 400 лет. У нас был имам Шамиль, до него были другие наши лидеры. Поэтому у нас нет ангелов белых пушистых. Белые пушистые это зверек такой есть, а ангелы на небесах только бывают. Потому что своего нет ни одной республики в составе РФ по этническому признаку не русская. И кого избрал идеальные? Не понял я вопроса. И кого избрал идеальные? Ты сам знаешь, что говоришь? Да, конечно, знаю. Вы или дац, вы или бац. Мы не господа, и нам нет господ. Да, в этом понимании господ, что ты имеешь в виду, Саваш, у нас нет таких господ. Это правда. Для того, чтобы быть чьим-то господином, значит, у кого-то, у этого господина должен быть слуга к нему относящийся. Поэтому у нас не было слуги, мы не были господинами. Но по духу мы были аристократами духа, дворянами, как говорил Джохар, как говорили про Джохара Дудаева. Он был аристократом духа. Вот приблизительно такие были чеченцы. И сейчас есть, в огромном количестве есть. Так кто ты? Я человек, а ты кто? Ты кто? С этим согласен полностью. Дуже дякую, как говорят наши друзья украинцы. Так, друзья. И что? Ты в Америке? Нет, я в Германии. Дерзкий, я уже отвечал на твой салам. Алейкум ассалам. Так, друзья, сегодня что-то у нас очень грустное. Где в Германии? Где в Германии? Как вы каждый раз одно и то же отвечает. Привет из Чехии, слава Украине, Абхазия, Грузия, Карабах, Азербайджан, Крым, Украина. Героям славя. Василий Тринчук. Привет, Чехия, слава Украине, Абхазия, Грузия, Карабах, Азербайджан, Крым, Украина. А почему, Василий, вы пропустили Ичкерию, Чеченскую республику? Почему пропустили Ичкерию? Какое настроение по этому поводу Чечня сейчас? По поводу, Владимир, по какому поводу? Иншалла, Ичкерия будет свободна, как и Дагестан. Будем надеяться. В каком городе Германия? Интересно, я первый раз на вас попала, говорит Софья. Город Гамбург, я уже много раз говорил. Но странно. Ну, ничего странного, конечно, нам всячески препятствуют. Так. Нашей деятельности. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалу рассмотреть вопрос. Ясно, интересный вопрос. Евросоюз ввел санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра за предполагаемый ущерб безопасности страны. Эту меру приняли в ответ на продолжающую необоснованную, не спровоцированную военную агрессию России против Украины, говорится в заявлении Европейского совета.
Так, в Сочи планируется встреча президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня будет только что заключена сделка по вывозу украинского зерна, а также поддержка России нового турецкого наступления на силы сирийских курдов. Вывоз украинского зерна, а также поддержка России нового турецкого наступления на силы сирийских курдов. Вот вам и здрасте, друзья. Турция и Россия являются военными союзниками против курдов. Именно об этом я и говорил много раз. Турция нам навязывает, не навязывает она, конечно, навязать нам никто ничего не может, только если убив нас. Ну и предлагает подталкивать нас к тому, что мы должны строить шариат, наши сторонники шариата, шариатской формы правления будет, правильно сказать. Да? Любой мусульманин, шариат это всего лишь закон. А вот государственное устройство по форме шариата нам навязывают некоторые товарищи из Турции. Ну и здесь в Европе тоже они тут, ГРУшные агенты тут есть. И вот теперь это объясняется. Я давно говорил, что чеченцев хотят сделать, Ичкерию хотят сделать Палестиной вместе с русскими и турками, и они будут нас использовать против курдов. Очень удобно. Очень. Как палестинцев против Израиля, точно так же использовать чеченцев против курдов, которых какое-то время поддерживал Соединенные Штаты Америки. Поддерживают Кадырова в Чечне. Ну, Владимир Израиль. Нет, конечно. Ну, как могут поддерживать человека, который вчера призывал на священную войну против фашистской России, его папа призывал воевать, джихад, священная война, убивайте как можно больше русских. Все это он говорил. Женам не слушайте своих мужей, выходите на войну, и так далее, и так далее. А потом он переоделся, быстро переобулся, точнее сказать. У нас к этому очень серьезно относятся. Просто, понимаете, вот, наверное, еврей меня поймет, как никто другой. Да? Представьте, что в каком-нибудь Дахау вы находитесь, и вам говорят, и вам поставили там какого-то гауляйтера или главного еврея, надсмотрщика в этом Дахау, в этом концлагере. И вам говорят какого-нибудь Ходора поставили. И этот Ходор, и вам говорят, поддерживаете ли вы Ходора? Ну что скажут люди, которые находятся в Дахау? Конечно, скажут, поддерживаем. А что скажут родственники тех, кто находится в Дахау, но они сами находятся за границей где-то? Они тоже скажут, да, или промолчат, или скажут, да. А ведь весь мир вчера, вот сейчас нам все какого-то Кадырова рассказывают, предъявляют. Весь мир еще вчера буквально поддерживал Путина, Россию, торговал нефтью, газом, объявлял чеченцев, выдавала Германия России. Под гарантией был, забыл фамилию, был выдан парень, чеченец, из Германии, под гарантией России, был убит русскими. Конечно, не поддерживают. Ну, кто будет поддерживать? Предателя и так далее. Ну, это же вообще смешно. Да, есть люди, которые кормятся. Люди получают с этого какой-то дивиденды с лояльности этому режиму. Есть агентура, которая работает и вынуждена работать, и будет всю свою жизнь работать. Это тоже факт. Есть люди, которые просто обиделись на весь мир. Просто. И наше сопротивление, в том числе Докка Умаров, они обиделись. Мы все обиделись. Как это так? На глазах всего мира нас опорочили, очернили, облили всеми возможными русскими помоями, которые им в больную фантазию, в больную голову приходящих фантазий, все на нас, все свои минусы назвали нашими. И мир сказал, да, и Билл Клинтон сказал, да, закончите, малой кровью.
Малой кровью, значит. Устроите геноцид, ну, малой кровью просто. Малой кровью? Это как? Это как? Так же не бывает, да, если война идет. Конечно, не поддерживают. И никогда не будут поддерживать. Но никто не будет об этом вам говорить. Я, например, за то, что я уже много говорил постоянно о себе, да о себе, но так как я тут сел и вынужден отвечать на ваши вопросы, за то, что вынужден вам это все рассказывать, говорить о себе. За то, что я занимаюсь этой деятельностью, моих родственников дома пытают, унижают, оскорбляют. Это при том, что я публичный и что я сразу это поднимаю волну. Вынудили всех отказаться от меня там. Ну, это я от них отказался. Но они запуганы и так далее. Пытают, током пытают, под разными предлогами забирают. Будут убивать их. Будут. Но кто будет? Конечно, все будут молчать. Я просто не смог молчать. Я правозащитник, я юрист. Я вынужден был выйти и открыто начать говорить, потому что уже не было мочи. Я уже несколько лет этим занимаюсь. И многое изменилось уже с тех пор. Но сейчас мир начал говорить: о, какая Россия плохая. Боже мой, неужели Россия плохая? Не может быть. Не может. Я в Берлине поднял плакат в 2016 году. Сколько? 6 лет назад. Путин террорист номер один. Так вот, мне полиция сказала: убирай. Я говорю: ну это террорист, это факт. Я вам могу привести доказательства. Нет, убирай. Нельзя. Нельзя. Я не убрал, конечно же. Пока митинг не закончился, не убрал. Ну и они тоже отступили, зная, что все-таки он террорист. И так далее, и так далее, и так далее. Проснулся мир. Ой, плохой Путин, плохая российская армия. Как же она плохая? Как же? Она же самая лучшая. Она же самая мощная, самая справедливая. А нефть и газ вообще и даже не пахнут русские нефть и газ. У нас много что есть предъявить миру, претензии миру. И мир должен нас услышать. Потихонечку начал слышать. Но этого недостаточно. Недостаточно. Привет, как дела? Привет, Вась, все нормально. Пал бьюц, Пал бьюц, разве сейчас россияне не торгуют другими странами мира? Ну, сейчас возникают проблемы, сейчас уже Россия уже зло и так далее, и так далее. У меня вопрос к вам. А почему Украина выдала Тунгоева Ибрагима? Его, по-моему, звали Магомед Тунгоев. По-моему, могу ошибаться сейчас. Магомед или Ибрагим Тунгоев приехал воевать и защищать Украину. И его вызвали с передовой, где он там находился, своей базы, где он там находился ближе к Донбассу. Так как у него истекало там на месяц или на 3, сколько ему там ставили визу, или там разрешение на пребывание. И ему сказали, типа, приезжай. Он приехал, его задержали. Он позвонил своему адвокату, сказал: меня задержали. Адвокат связался с полицией или с прокуратурой. Они сказали: все нормально, ничего, сегодня он просто останется, мы его тут задержали, там нарушение у него, и завтра можете посетить там и так далее. И адвокат расслабился, и Тимур его звали, не Ибрагим, а Тимур его звали. Зовут его, он сидит, ему дали 18, по-моему, лет. И в ту же ночь быстро оформили и выдали Тимура Тунгоева. Это было 3 года назад. Шла война, он приехал, он воевавший, все такое.
имел опыт, очень ценный человек. Ну, по моей логике это должно быть так. Но русские террористы, как нам потом сообщали, заплатили деньги Генеральной прокуратуре, зам генеральному прокурору Евгению Енину, которого, кстати говоря, после вот этих всех вещей, после того, как его передали, после того, как украинцы вышли на митинг перед Генеральной прокуратурой, он был бойцом батальона имени шейха Мансура. Когда его перевели сейчас, и он занимался, кстати говоря, Евгений Енин, зам генерального прокурора, занимался сбитым Боингом, занимался вот этими делами. А за деньги от ФСБ он передал Тимура Тумгоева. Почему выдали? За деньги выдали. Вот тебе мой ответ. За деньги. Коррупция, предательство, измена. И Евгений Енин на своей работе, Тимур Тумгоев сразу же был жестоко избит, подвергается до сих пор пыткам. Сразу, как доставили, был избит, получил 18 лет. И Украина, ну я не знаю, что делает Украина, но какой-то контроль, наверное, должна она держать. А Евгений Енин должен содержать 18 лет Тимура Тумгоева и его родственника, или его, если есть дети и семью. Вот что я считаю. Так, ну ладно, пойдем дальше. Почти так же сейчас Украина. И Чеченистан. Так, фрички. Так, почему ты не президент? Почему я должен быть президентом? Так, я смотрю, у вас здесь конфликтная ситуация. Что не отвечаешь? Что не отвечаешь? Что тебе ответить? Вот мир был бы во всем мире, да? Да, вот просто не было бы ублюдочной фашистской России, и все было. Ее не будет, кстати говоря, и наступит нормальное время. Скажи банке, что ты в Германии. Скажи банке, что ты в Германии. Не понял. Тогда какая разница, что эти, что те? Одна контора. Идрис, ну ты сейчас к чему это сейчас ведешь? Одна контора к чему? Сейчас ты видишь, идет война. Если ты помнишь, когда Тимура выдали, очень много украинцев вышло Генеральной прокуратуры. И не простые там парни вышли, а очень суровые и серьезные пацаны туда вышли. Поэтому контора, может быть, генеральный прокурор Евгений Енин или там Куценко или Луценко, как его там, может быть и связаны с русскими. Ну а при чем здесь конторы? Но я полностью за Украину. Правильно, все здоровые, нормальные люди за Украину. Только в России коррупция. Вы шутите? Я что сказал, только в России? Ты что вообще в Германии делаешь? В смысле, я живу в Германии, что я должен делать? Ты предлагаешь мне остаться в фашистской России, чтобы меня посадили или убили? Нет, спасибо. А где сейчас этот зам прокурора? Сейчас я не знаю где, но еще в прошлом году его перевели по участию вот, в комиссии в Нидерландах. Он участвовал вот, в расследовании по сбитому Боингу. Вот, как-то так. Если Россию развалить, всем дышать легче будет. Украина топ. Юлия, абсолютно, Юль, согласен, не просто дышать легче будет. Будет сохранено десятки, сотни, тысяч и миллионы жизней будет сохранено. Просто это не преувеличение. Русские террористы убили миллионы чеченцев за все это, за 4 века нашего знакомства. Миллионы. За последнюю русско-чеченскую войну они убили 300 тысяч. Сейчас в Сирии убили они десятки тысяч человек. В Украине они уже убили десятки тысяч человек. И еще, слава богу, сейчас быстро их дали им пинка просто. Так, согласен на 100%. Респект каналу. А в Германии есть коррупция?
Я не знаю, Жанна. Наверное, есть. Коррупция есть везде. Ну, как в России, знаете, коррупция это большая беда, большая проблема для любого государства. Но дело же не только в коррупции. Россия повязана просто спецслужбами ФСБ и ГРУ. Понимаете? Россия, а, Россия просто мафиозное недогосударство, не сформировавшееся. Его, конечно, нужно реорганизовать, распустить и создать несколько государств на месте фашистской России. Так и будет, запомните мои слова, так и будет. Еще пару месяцев, и вся Украина будет наша, говорит банан. Да-да, будет. Еще один стакан, да, как говорится, и Украина будет наша, да. Владимир Израиль. Нет, не понимаю, просветите. В смысле, не понимаешь? Жаль. Коррупция, где совки и беженцы с этих совков. Да, именно так. Владимир Израиль, дякую. Дякую за підтримку. Так, вот тебе здрасте. Эрдоган вместе с русскими при поддержке будет против сирийских курдов воевать. Вот тебе здрасте. И будут сейчас отправлять... сейчас у нас, сейчас, знаете, что сейчас начнется? Большой призыв к джихаду среди чеченцев начнется. Ну, вернее, среди пропагандонов, которые будут вещать на чеченцев. И давайте воюйте против курдов, которые никогда нам ничего плохого не сделали. Мы даже не знали, где они находятся, где живут эти курды. И вот нам сейчас будут рассказывать. Ай, какая грязная вещь эта политика. Проясните свою позицию, почему против России? Ну, в смысле, что значит, почему против Жанна? Я чеченец. Какой может быть ответ у меня, как я могу быть за Россию? Мне кто-то тут говорит, что я предатель там России и так далее. Мне это вообще, это меня оскорбляет просто. Как я могу предать Россию, если я никогда за нее не был? Если я никогда не могу быть за нее? Понимаете, мой код, моя скрепа, моя кровь, которая по мне ходит, она антиимперская, антифашистская, антирусистская. Как я могу быть? Это не имеет отношения к русским, ко всем русским. Те русские, которые не отказывают нам в праве на свободу, те русские, которые осуждают те преступления, которые совершает их страна против наших граждан, эти люди для меня абсолютно не представляют, ну, никакой, ни русский, ни там татарин, там, кто бы он ни был, не имеет для меня значения. Но если вы мне отказываете в том праве, которое вы себе считаете, что вы имеете, то есть иметь свое государство, причем, я не знаю, на чем это основано, только на силе. Мы живем в 21 веке, где права человека, гуманизм там и так далее имеет как бы сейчас верховенство, вроде бы как, на словах, по крайней мере. И вы, русские, тоже же говорите, что да, там вы справедливые, честные там и так далее. Ну так если вы честны, если вы имеете право на это государство, почему украинцы его не имеют права иметь? Почему казахи не имеют права? Кто вы такие, чтобы за нас это решать? Почему чеченцы не имеют права и свое государство иметь? Кто вы такие? Просто я не могу понять. Вы вершина. Это фашизм называется. Чистой воды фашизм. Любой человек, отказывающий ему в праве на свои права, да, только чеченцы могут свои права защищать. Русские не могут наши права защищать. В 1944 году очередной раз русские показали, что как только мы доверимся русским, пойдем воевать за них, да, против фашистской, нацистской Германии, вы наших женщин, детей и стариков уничтожаете голодом и холодом под видом депортации.
полностью вся республика, все мужчины ушли на фронт, а чеченцы и ингуши, и женщины, и дети точнее, инвалиды, старики там и так далее, кого не забрали, а забирали всех. Всех забирали. Говорят, было там дезертирство больше всего чеченцев. О каком, говорит, не дезертирстве может быть речь, когда я воюю, а моих женщин, детей отправляют не просто переселение, да, ссылка там это называется, там, переселение, там, высылка и так далее. Это же тоже обман, обычный русский обман. Это не было переселением или депортацией народов Северного Кавказа, чеченцев, ингушей и других народов. Кого-то часть, кого-то весь. Это депортация, это перемещение лиц с одной точки в другую точку. Да? Это, ну, как бы можно даже сказать, законное действие. Хотя народ не может весь подвергаться депортации. Но тогда и появился вот этот вброшенный советами лозунг «Внутреннее дело, депортация народов СССР, внутреннее дело СССР», было тогда сказано. Но это не была никакой депортация. Это был голодомор и холодомор это был. Понимаете? Только лишь от Чеченской республики, Чеченская Ингушская республика, до Казахстана ехали 3 недели в морозные, в холодные, в Сибирь, в ту сторону. И погибло у нас по разным оценкам от 60 до 70%. Вы можете это представить? А когда мы сопротивлялись и воевали против России, мы потеряли 30%. Значит, все-таки надо воевать и сражаться. Так. Надо жить в свободной стране. Россия большая параша. Говорит, да, именно так. Не такие мы, высшая нация, да. А что ты думаешь, немцев не депортировали? Ты о чем? Я не знаю, ты о чем? Я не говорю, что я не депортировал. Немцев тоже депортировали. Почему Чеченская республика сейчас живет и процветает, Жанна? Жанна, ты, мне кажется, немножко больна. Тебе нужно к врачу. Жить и процветать – это немножко разные вещи. Да, вы нас не бомбите, вы не убиваете наших женщин, детей. Но вы убиваете всех, кто не согласен. Сказать свое мнение нельзя. Теперь, слава богу, теперь вот этот весь опыт переместился на Россию. Теперь вы почувствуете на своей шкуре, что это такое. Но вас не бомбили. Я думаю, может, украинцы вас побомбят немножко. И натовские войска вас побомбят. И тогда вы до конца поймете. Но когда я вижу, как украинские суперсовременные Хаймарс мочат русню в Украине, я получаю от этого, вот я гуманист, я за права людей, я получаю от этого удовольствие. Мне стыдно признаваться в этом, но я получаю от этого удовольствие. Потому что я сидел под вашими градами, вашими бомбами, вашими артиллерийскими ударами. Я это все испытывал лично на себе. И я думал, вот за что вы нас убиваете? Что я сделал? Мы вчера были одни советские граждане. Мы говорили на русском языке. У нас не было никаких проблем. Только лишь для того, чтобы разграбить Советский Союз, вашим гибнюкам нужно было отвлечь народ. И нужно было развязать войну. А что дать народу? Дать, как в Дубае, доход от нефти и газа? Часть поделиться с народом? Нет, конечно. Тогда гибнюкам мало достанется, понимаете? И тогда нужно что дать русскому? Дать ему его имперское, его фашистское нутро. Ему сказать, он лежа в своей собственной луже под забором, гордится, какой он великий русский человек. Вот что дали русским. Дали вам мнимое величие, которое сейчас будет опущено ниже, уже опущено. Вы уже визжите. О чем вы, о каком процветании говорите? Разве может процветать республика, в которой нету ни одного университета достойного? Только вот остатки, огрызки нашего бывшего университета. Разве может быть процветать
какая-нибудь страна, народ, государство, если там нет какого-либо производства? Ни завод, ни фабрика вы не строите. Вы построили, вы, русские фашисты, самые главные враги всего человечества, построили нам, что бы вы думали, 1400 мечетей. И сколько-то там спортзалов. То есть вам нужны солдаты, которых ваша пропаганда через ваших мул, это отдел ФСБ, КГБ, да, духовное управление мусульман, как и Русская Православная Церковь и все остальные религии. Вы же 70 лет уничтожали всех, кто думает о Боге, кто заикается о Боге. Вы же их убивали всех. Вам нужно занять голову молодых чеченцев Богом, вашей пропагандой, как вы называете Богом, и чтобы мышцы были подкачаны. Для того, чтобы он мог исполнять. Вам нужны рекруты, вам нужны солдаты империи. И вы считаете это процветание? Я не согласен с вами. Как это может быть процветание? Нет, это самая настоящая, самая жестокая, классическая, средневековая оккупация. И чеченцы это понимают, Жанна. Прекрасно все понимают. Просто молчат. Но когда мы скажем свое слово, а мы его непременно скажем, и теперь, как раньше в 44-м, вам их всех уничтожить не получится, потому что уже 30-40% находится за пределами фашистской России, чеченцев. Мы уже останемся при всем вашем желании. Вы и так сделали все возможное, чтобы не осталось ни одного чеченца на этой земле. Вы сделали больше, чем кто-либо мог бы даже попробовать сделать. Вы все сделали, но у вас не получилось. Потому что воля, судьба народа, целого народа, зависит не от какого-то бича в Кремле. Она зависит от Бога. И Богу не угодно, чтобы чеченский народ закончился. Чеченский народ как индикатор свободы и несвободы. Мы показали миру, в том числе сегодняшним украинцам, как нужно сражаться за свободу, как нужно любить свою родину, как нужно погибать за свою родину. Как-то так, Леон. Мы можем без вас лучше жить, говорит. Мы не только можем лучше, мы это не только можем, мы 100% будем жить лучше, чем живем с ними. Потому что не может бандит, захвативший твою квартиру, который забирает там каждый месяц, который ты приносишь, доход, бюджет твой, не может он приносить тебе ничего хорошего. Тем более, если это фашистская Россия. Просто сравните, куда пришла Россия. Давайте я на примере Германии скажу. У нас есть Восточная Германия, у нас есть Западная Германия. Западная Германия находилась под оккупацией Англии и США. Гамбург, например, в частности, брали англичане. И у нас есть восточная часть, где русские террористы, советские террористы, 50 лет, 60 лет хозяйничали на этой территории. До сих пор там совок. До сих пор. Уже сколько? Более 30 лет уже прошло с развала этой стены Берлинской, с ее уничтожения. Вот и все. Мы можем быть абсолютно свободными и обеспеченными без вас. Нам от вас ни хрена не надо, говорит человек. Вот твоего ника нет, Савош, поэтому мне трудно. Когда будет рассекречен КГБ, то все преступления выйдут наружу. Да, а Корочков Буша больше не будет такого ленд-лиза, да, Алмула? Боже, как вы правы, говорит Ирина Николаевна. Слава Украине, героям слава. В Раши нет ничего. А вы воевали в русско-чеченской войне? Нет, я не воевал.
Эти власти свою страну разграбили, яхта ездили, но всегда приходит конец, да. Тебя Дон не слышит. У него проблемы со слухом. Да, чеченцы с Россией живут хорошо. Да, Жанна, тебе к врачу. Едут отдыхать за границу, учиться, лечиться, недвижимость покупать в загнивающей Европе. Да, да. Да где в Украине свобода? Где она? Ее нет там вообще. Жанна, ну какое ваше дело, есть она там или нет? Ну не украинские же танки под Москвой стояли. Не украинские танки там, я не знаю, где-нибудь там в Серебряном Бару вырезали женщин, детей, расстреливали, насиловали связанными руками. Не украинские же это бойцы делали. А русские террористы это делали в Буче, в других местах. Ну что вы говорите, какое ваше собачье дело? Есть свобода в Украине или нет? Просто вот для начала вот на этот вопрос ответить. Кто вы такая? Да, вы русская фашистка. Какой свободе? Какое ваше дело? Вам нужно просто отойти в сторону по христианской традиции, стать на колени и извиняться за все, что сделала ваша страна на протяжении, и к самим себе тоже она делала. Ну, раз вас это устраивает, раз вы за Украину свободу, какое ваше дело вообще? Есть там свобода или нет? А есть ли там свобода или нет? А спросите весь мир, который поддерживает. Весь свободный, цивилизованный мир, который поддерживает прекрасную, свободную Украину. Вот их спросите. Детям по СМС собирать деньги на лечение. Да. Ассаламу алейкум, салам машал, ду Казахстанер, муа, мокшал, муя, удуцига, ва алейкум ассалам бек. Дик дал бухастам, все хорошо, дал бухастам. Салам машал, ду Казахстанер, чак. Массерга, ду конохчи, галаби, сантига. Да, все расисты знают, как в Украине, хотя там никогда не было, дебилы. Да, абсолютно согласен. Да. Сомали больше свободы, чем в Рашке, говорит Асланбек. Абсолютно, Асланбек. Жанна, смотрите, я имею право говорить в Украине. Есть там свобода, нет там свободы. Я не гражданин России. Моя страна, мой народ, отдельные отщепенцы и люди, которые находятся в заложниках, это не считается. Чеченский мир не напал на Украину. Поэтому у меня есть право. У меня такое право есть, моральное право, да? Может быть, не, если я буду критиковать, может не понравится, и может тяжелое время, может мне это не надо делать, но у меня есть такое право. Тем более, общий враг, общий, даже те же персоналии, не просто страна, те же Путин, Патрушев, Шойгу и все остальные ублюдки, которые нас убивали. Они воюют против Украины. И Украина помогала им, выдавала наших бойцов, наших граждан и так далее, и так далее. Не сейчас, раньше. Тимур Тумгоев это отдельная история. Раньше, когда была война. И у меня есть претензии что-то сказать. И я это могу сказать. У меня есть такое право. Но у вас, у русских, нет такого права. Если у вас есть совесть, если вы человек, понимаете, вы должны или поддерживать Украину, понимая, что ваша страна совершает агрессию, или же просто отойти в сторону и замолчать. Я могу сказать, там есть свобода, в Украине больше свободы, чем в Германии, или в Германии больше, чем в Украине, или там еще что-то. А вы не имеете, вы понимаете, есть такое моральное правило, есть принципы, нормы общепринятые в человеческом социуме. Понимаете? Вас это не касается, что есть. И вы говорите, нет Украины. Вы не имеете права критиковать Украину даже за то, что можно ее критиковать. Понимаете? Вы виноваты. Вы
виноваты перед Украиной. Вы убиваете до сих пор, вот всего сию минуту вы убиваете их людей. Ваши вот эти грязные сапоги топчат их святую землю. Понимаете? Вот как нужно относиться к людям, чтобы вас не считали фашистами. А вы сидите, рассказываете, Чечня процветает там, уничтожив 30%, оккупировав нашу страну, выкачивая наши недра, рекрутируя наших солдат на новые имперские войны. Вы говорите, она процветает. Конечно, процветает. Конечно, вам это и нужно. И вам это нравится. Но когда вас называешь фашистом, вот это вас возмущает. Ну как это я? Вы там русофоб, вы там фашист, вы там ксенофоб и так далее. Нет, это не так. Просто вы должны понять, что вы виноваты. Не понимаете? Ну хорошо тогда. Как делал... Есть другой способ объяснить вам это. Как это прекрасно делал легендарный генерал Шамиль Басаев. Сейчас прекрасно это делает легендарный, уже становящийся легендой Валерий Залужный. И все, поверьте, не словами, так по-другому вам донесут. Мир вам донесет. Вы объявили войну не Украине, вы объявили войну цивилизации. Ассаламу алейкум варахматуллахи ва алейкум салам. Часто встречаюсь с украинцами из Бучи, из Харькова, из Николаева. Спросите у них про русский мир. Да, Асламбек. Сюрдик Хилда Люзельминан. Так, Мокш Аймасана Дик Амила. Шуму, а что, Дика, что еще? Друзья, Оля Хмурова. Оля, привет. Где расистам всегда война, насилие, кровь и мародерство. Ирина Янцева. Абсолютно, Ирина. Именно так. Слава Украине и ее адекватным людям. Героям слава. Скажи свой район во Франкфурте. Лука Джохарда, в смысле, скажи свой район во Франкфурте. Что значит сказать? Я не во Франкфурте, я в Гамбурге. Героям слава. Джохар Дудаев. Да, Лука. Джохар Дудаев. Вот где сила, да он. Так, друзья, я закончу свой стрим сегодняшний. На этом уже более 1,5 часов мы общаемся. Этот стрим, как обычно, я загружу в YouTube канал. Канал мой называется Reality. Меня зовут Аслан Арцуев. И вы сможете увидеть наше сегодняшнее общение на этом канале. Подписывайтесь, распространяйте. Так. Всего самого хорошего. Все за Дудаевым в очередь. Так, Байерн. Байерн. За кораблем русским, Байер. Андрюшка. Так. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Ойль. Ассаламу алейкум. Так, подождите. Всем здравствуйте. Да, Оксана, вы немножко опоздали. Всего самого хорошего. Спасибо за подарки. Оксана, я уже закрываю. Да, тобой массира боль. Адикюэль Маш Ойль. До свидания. Спасибо и вам, Ирина. До свидания.